Народный этно-фольклорный ансамбль «Галу». Руководитель, почетный работник образования Российской Федерации Марина Сокольникова-Махначевская. Мы с удовольствием вам представляем награду Республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино». Медальон сделан в форме шаманского бубна, символа сафафильма. Бубен изготовлен из березового капа, традиционного материала из священного дерева, который в якутской культуре считается символом жизни.
Латунные детали награды в виде шаманских перьев стрел интерпретируются как защита от зла. Ленты сплетены из конского волоса в традиционной технике плетения и также несут в себе функции оберега. Авторами медальона являются мастер по дереву Косторез Егор Степанов, ювелир-художник Сергей Матчитов, ювелирный дизайнер Косторез Марьяна Малардырова, мастер по плетению конского волоса Эльвира Денисова. Ну что ж, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, как ваше настроение? Давайте подарим аплодисменты! Дорогие поклонники кинематографа! Вот и пролетели 4 насыщенных яркими и волнительными кинособытиями дня. И мы рады приветствовать вас на церемонии закрытия 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино». За эти дни было продемонстрировано около 30 конкурсных работ. Состоялись мастер-классы, встречи и знакомства с деятелями отечественного кинематографа. И, конечно, настала пора подведения итогов. Кто же получит гран-при и станет победителем в номинациях, мы узнаем уже сегодня. Ну а между тем, за прошедшие 4 дня наши якутские зрители своим интересом, теплотой реакции и строгостью суждений доказали еще раз, что ни один вид искусства не может сравниться с кино по своей популярности и силе воздействия. И для поклонников киноискусства мы рады сообщить радостное известие. Образовательная программа фестиваля не завершается, а продолжается в рамках зимней киношколы АГИКИ. Руководителем программы является основатель кинофестиваля «Республика кино», продюсер Сардана Савина. Киношкола сегодня стартовала в квартале труда и будет продолжаться до 11 декабря. С программой можно ознакомиться в социальных сетях АГИКИ. Напоминаем, что вот уже 3-й год подряд правительство Республики Саха-Якутия в лице Министерства культуры Российской Федерации и Национальной государственной кинокомпании «Саха-Фильм» при поддержке музейного комплекса «Россия. Моя история» и Арктического государственного института культуры и искусств проводит 3-й республиканский фестиваль короткометражных фильмов «Республика кино», который стал не только стартовой площадкой для многих начинающих кинематографистов, но и местом для диалога, установления новых творческих контактов, встреч с единомышленниками и профессиональным сообществом. Давайте поаплодируем организаторам, друзья, давайте похлопаем, подарим аплодисменты. А сейчас слово предоставляется директору Государственной национальной кинокомпании «Саха-Фильм» Алексею Алексеевичу Егорову. Ваши бурные аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги! Всех поздравляю с замечательным днем, с праздником! Да, эти 4 дня пролетели очень быстро. За это время я хотел бы сказать одну вещь. Было очень знаковым то, что в день открытия нашего фестиваля прямо над нашим кинотеатром, над Саха-Фильмом, запечатлели «Северное сияние». И не только прямо над нашим зданием, а вообще по всей республике. И мы считаем это какой-то определенный знак того, что мы в правильном пути, потому что, как вы видите, да, символ, именно цветовая палитра, цветовая гамма, концепция цветовая нашего фестиваля именно как раз под «Северное сияние». Поэтому давайте пожелаем нашему фестивалю еще больших побед, чтобы он был. Мы будем продолжать его, будем очень стараться, чтобы он превратился, чтобы он укрупнялся, чтобы в будущем он стал и фестивалем международным, полнометражных фильмов, но в любом случае, если даже он станет фестивалем полнометражных фильмов, вот этот формат именно короткого метра в нашем фестивале он будет существовать, и он будет обязательным, потому что есть основная идея у нашего фестиваля именно короткого метра. Это поиск новых талантов, новых наших коллег, будущих кинематографистов.
Ну, сегодня наше жюри работает уже 4-й день, посмотрели кучу фильмов, но, как мне говорят, а говорят они очень мало, я пытался допытываться, какой же фильм победил или там что-то, это держится в тайне, в секрете, вот, боятся, что я буду влиять, что я попробую там протолкнуть какой-то фильм, но они этого не допускают, и правильно, но я и сам даже не пытался. Вот. Ну и на самом деле, но я слышал, что выбрали они единогласно, что никаких больших споров, драк не было, все было как прямо оговорено, и я считаю то, что мы сегодня на 3-м нашем фестивале собрали очень компетентное жюри. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо всем нашим участникам! Браво! Вы большие молодцы! Было около 80 работ, откуда отобрали 30, и вот теперь, сегодня мы должны будем узнать, кто же стал лучшим, кто же победил. Я волнуюсь вместе с вами, для меня это очень волнительно, для меня это первый фестиваль, хотя он проводится в 3-й раз, но в качестве директора фестиваля, в качестве руководителя Саха-фильма, для меня это первое событие, поэтому это чисто вот лично для меня это волнительно вдвойне, или может быть даже втройне. Так что очень желаю всем побед. Если кто-то не победил на этом фестивале, это не означает, что это его работа не оценивается, что его работа не выиграла что-то. А это лишь означает то, что надо работать дальше и ни в коем случае не сдаваться, потому что Москва не сразу строилась, якутский кинематограф строился тоже не сразу, он очень давно у нас. И в любом случае труд терпит все. Если вы готовы трудиться, то вы обречены к успеху. Так что желаю всем счастья, добра, удачи. Пускай победит сильнейший. Спасибо! Ваши аплодисменты, друзья, мы продолжаем. И сейчас слово предоставляется председателю жюри, режиссеру, заслуженному деятелю искусств Республики Саха-Якутия Любовь Борисова. Ваши аплодисменты. Уже можно объявлять или нет? Добрый вечер всем. Мы с участниками работаем уже 4-й день. Фестиваль прошел отлично, посещаемость была высокая. Отрада видеть такую активность, молодежь подрастающая. Вот на вас вся наша надежда на будущее якутское кино. Колледж культуры молодцы, АГИКИ молодцы, киномания молодцы. Вот, Республика кино 3-й год и колледж культуры тоже 3-й курс. Значит, когда вы будете выпускаться, будем смотреть ваши дипломные работы на Республике кино 5, да? И надеемся, подтянется АГИКИ 1-й курс. В общем, молодцы все ребята. Скоро объявим победителей, все волнуются. Удачи! Дорогие друзья, мы приветствуем еще одного гостя нашего фестиваля. Образцовый ансамбль современной хореографии «Версия», руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Вера Яковлева.
Ваши аплодисменты, друзья! Ансамбль современной хореографии «Версия». Руководитель отдела культуры Республики Саха-Якутия Вера Яковлева. Ваши аплодисменты, друзья. Ну что, друзья, и мы переходим к нашим номинациям и призам. Давайте подарим аплодисменты, друзья. Снимем волнение нашими аплодисментами. По итогам оценки фильмов по всем конкурсным программам общим решением жюри присуждает специальный приз. И для оглашения имени обладателей специального приза жюри на сцену приглашается гостья фестиваля Лия Сана, Республика Алтай. Добрый вечер. Спасибо за приглашение, спасибо организаторам за удивительное мероприятие. И я рада вручить специальный диплом специальный приз жюри «Новый день», режиссер Павел Чинянов. Обладатель специального приза жюри Павел Чинянов. Фильм «Новый день». Махтал, спасибо. Вы очень крутые. Творите, снимайте. Спасибо. Ваши аплодисменты громче, 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 друзья. В конкурсной программе отдельной категории представлены социальные ролики. Это направление фестиваля нацелено на привлечение внимания к социальным проблемам общества и дает возможность не только продемонстрировать навыки создания видеороликов, но и позволяет поделиться с миром своим взглядом, который может поменять отношение человека к жизни. Участниками третьего республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» в этом направлении приняли участие В направлении социальный видеоролик представлен «Дворник», режиссер Юлиан Владимиров. Ожидание встречи, режиссер Леонид Менкяров. Эффект бабочки. Режиссер Данияр Тезикбаев. Давайте подарим аплодисменты участникам. И для оглашения имени обладателя приза номинации «Лучший социальный ролик» на сцену приглашается член жюри, фотограф, кинооператор и основатель творческой платформы «Пространство» Алексей Павлов, город Якутск. Привет. Всех поздравляю с праздником нашим. Так, лучший социальный ролик. Юлиан Владимиров, дворник. Юлиан Владимиров, фильм «Дворник». Ваши аплодисменты! Чуть не забыл, да.
главную ценность этого приза, друзья. Давайте похлопаем, друзья, мы продолжаем. За последние десятилетия особенно заметен подъем интереса молодежи к анимационной индустрии. В сфере мультипликации наблюдается рост интереса публики к новым проектам, благодаря экспериментам их создателей и ориентации на все более широкую аудиторию. Огромную популярность получили проекты, независимые от студий, а их создатели доказали, что их реализация возможна и успешна. И поэтому в конкурсную программу фестиваля традиционно входит направление анимационное кино. В конкурсе анимационного кино 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» приняли участие. В направлении анимационный фильм представлены Клей Сол, режиссер Дамир Сусликов. Мичиене Бир Икки, режиссер Анатолий Афанасьев. Ахтылхан, ностальгия, режиссер Аркадий Михайлов. Игах, режиссеры Элли Гермогенова, Олеся Тарабукина, руководитель Агафья Михайлова. Сердяхтип Карстан Тутлову. Отнеситесь к ней бережно. Режиссер Агафья Михайлова. Время каникул. Режиссер Эдуард Винокуров. Давайте похлопаем нашим участникам номинации «Лучший анимационный фильм». И для оглашения имени обладателей призов в номинации «Лучший анимационный фильм» на сцену приглашается член жюри, сценарист, режиссер, лауреат международных фестивалей Бекболат Шекеров, Казахстан. Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю всех с этим чудесным праздником. И я хочу сказать, что Алексей Алексеевич был прав, что у нас почти не было споров, но все-таки кое-какие вопросы у нас были. Поэтому я сейчас сразу не буду, значит, тянуть время, оглашу, значит, сразу победителя и хотел бы буквально пару слов сказать о других номинантах. Значит, победителем 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Территория кино» объявляется Клей Сол, «Властелин». Клей Сол, режиссер Дамир Сусликов. Лучший анимационный фильм фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино». Ваши бурные аплодисменты! Сразу с первых дней нашей работы я уже несколько раз слышал имя Дамира, поэтому он постоянный участник. И я думаю, что эти денежные средства он закупит технику, закупит свет и продолжит работать над своими фильмами. И я бы хотел еще особо отметить, если я правильно сейчас скажу, Мичейне. Потому что я думаю, что и не только я, все члены жюри согласны, что у режиссера и у этого проекта есть большой потенциал, есть большое будущее, и я желаю успехов, и чтобы режиссер не бросал эту работу, а продолжал ее, и в ближайшем будущем, чтобы мы увидели уже
эту же работу на более высоком уровне. Спасибо большое. Дорогие друзья, кинофестиваль – это прежде всего праздник, и мы рады пригласить сейчас мастера народного пения, актрису театра «Ломфо» Иваниду Бугулову. Ваши бурные аплодисменты.
Павлова. Участниками направления «Документальное кино» фестиваля стали те авторы, кому интересна современная жизнь и ее реальные формы. Отрадно, что есть интерес среди молодежи к этой сложнейшей форме киноискусства. Документальное кино ценно живыми, реальными историями, настоящими людьми с настоящими переживаниями. В конкурсной программе «Документальное кино» 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» приняли участие. В направлении документальный фильм представлены Вот Сугар, На страже огня. Режиссеры Альбина Павлова, Юрий Борисов. Уюн Кирея, Воинский крест. Режиссер Николай Павлов. Это Лия. Режиссеры Виктория Кучкина, Зарина Атласова. Алла Пюрева. Уроки отца. Режиссер Леонид Минкяров. Скотоводство. Исконное традиционное занятие народа Саха. Режиссер Алдан. Золотой город Якутии. Режиссер Руслан Павлов. Давайте подаем аплодисменты нашим участникам. Для оглашения имени обладателей призов в номинации «Лучший документальный фильм» на сцену приглашается член жюри, режиссер, лауреат международных кинематографических фестивалей Аманбек Ажимат, Кыргызстан. Добрый вечер, уважаемые участники. Лучший документальный фильм – это «Рим». Лучший документальный фильм. «Это Лия». Режиссер Виктория Кучкина, Зарина Атласова. Ну что, друзья, мы продолжаем. Давайте подарим аплодисменты. Мы продолжаем наше прекрасное вручение номинаций. И конкурс игровых фильмов фестиваля предоставлен самым большим количеством участников. На суд жюри были представлены 15 работ начинающих и опытных режиссеров. В конкурсной программе игрового кино 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» приняли участие. В направлении игровой фильм представлены «Золото Авахи». Режиссер Владимир Иванов. С любовью совесть. Режиссер Кривошапкина Даяна. Пламя таланта.
В глубинах. Режиссер Кирилл Григорьев. Сагакын. Новый день. Режиссер Павел Чинянов. Друзья, давайте похлопаем. 15 участников. 15 участников номинации «Лучший игровой фильм». Ну что ж, и для оглашения имени обладателей призов в номинации «Лучший игровой фильм» на сцену приглашается председатель жюри, режиссер Любовь Борисова, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Много было хороших работ. Нам все фильмы очень понравились. Все эти дни мы получали удовольствие. Но главная миссия фестиваля – это поиски новых имен, новых талантов. Мы лихорадочно ищем нашу замену, новые имена и новые таланты. Поэтому данная премия полностью соответствует миссии фестиваля. Лучший игровой фильм, барабанная дробь. Лучший игровой фильм. Часы, картина и... Лучший игровой фильм «Часы, картина и цветок». Режиссер Евгений Слепцов. Ваши бурные аплодисменты. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Республика кино, я люблю тебя! Ну что, друзья, мы продолжаем. Желание, достижение, жажда творчества и драйв наших участников неуемны. Так и неуемная энергетика следующего нашего исполнителя. Кумира тысячи фанатов на сцене Джига! Gönül
мешай ровно. Ваши аплодисменты! Гоша Васильев Джина! Ну что, друзья, дорогие наши приглашенные гости, члены жюри, вы, наверное, заметили, что это главный актер короткометражного фильма Павла Чинянова «Новый день». Также похлопаем. Талант многогранен, друзья, не только исполнитель, но уже еще и актер. Давайте похлопаем, друзья. Ну что ж, дорогие друзья, мы подходим к самому волнительному моменту нашего вечера. Оглашение имени абсолютного победителя фестиваля. Гран-при присуждается по общему голосованию жюри и является высшим признанием в рамках фестиваля. Для оглашения имени обладателя Гран-при 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» на сцену приглашается член жюри, директор Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Алексеевич Егоров. Немножко поправлю, я не член жюри, но ничего страшного. Простите. В будущем, возможно. Если пригласите, да? Бекбулат. Ладно. Так, ну, смотрите, ребят. Как вы, наверное, уже заметили, увидели, каждому победителю, помимо статуэтки, помимо вот нашей эмблемы, дается еще сертификат всем победителям по 200 тысяч рублей, социальный ролик победителю 150 тысяч рублей сертификат и гран-при сертификат на 300 тысяч рублей. Вот сейчас узнаем, кто же победил. Кстати, гран-при может стать любой участник. То есть это не обязательно игровой фильм, это может быть и документальный, социальный ролик, и анимация может быть. Так что надежду питают все. Это лучший проект из всех предъявленных. А куда он еще? Так, ну и гран-при фестиваля Этербес
огромной радостью позвольте вручить наш символ, эмблему, логотип нашего фестиваля победителям. Под ваши бурные аплодисменты. Я скажу Никиты Давыдова слово. Он очень благодарен, мы очень старались над этим фильмом. Это часть, 50% нашей команды стоит. Мы сняли это за 3 дня. Снимали мы в Амгинском улусе в селе Абага за 3 дня. И всем спасибо большое, что поддерживаете якутский фильм. Спасибо нашим людям. Спасибо зрителям. Ура якутскому фильму. Аплодисменты, подаем громче. Гран-при фестиваля. Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» является крупнейшей площадкой для выявления талантливых режиссеров, снимающих короткометражное и дебютное кино на русском языке и позволяющий представить свою работу и получить зрительскую и профессиональную оценку. Каждый год фестиваль получает свыше 2000 заявок из всех регионов России, а также из других стран. Одним из гостей нашей киноплощадки является амбассадор фестиваля «Короче» Жан Просянов. И сейчас мы его приглашаем к микрофону. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Вы знаете, я на всех церемониях ценю тех, кто говорит кратко, но все мои коллеги говорили кратко, поэтому я немножко займу ваше время, простите, пожалуйста. Первое, я хочу вас поблагодарить, что дали возможность прикоснуться к этой активной, насыщенной якутской киножизни, посмотреть во всех проявлениях. И мне кажется, этот фестиваль — это результат того, что эта работа ведется системно, что есть школы в разных частях республики, что есть университеты, есть частная инициатива. Спасибо вам большое, что вы это занимаетесь, ведете на этом уровне. Я не знаю, кого конкретно благодарить, но это очень круто. Это тот фундамент, на котором вырастает большое, серьезное кино. И далеко не в каждом регионе России такое есть. Поэтому, правда, аплодисменты этой работе. Второй момент. Хочу поблагодарить всех участников. Ребята, спасибо. Я, правда, получил такое попурри, немножко прикоснулся к якутской культуре. Мне было очень приятно и интересно понять, на какие темы вы думаете. Многие фильмы, которые не отмечены призами, запали мне в сердце, я их запомнил. Мы их обсуждали с членами жюри. Короче, огромное спасибо. За 4 этих дня получил супер удовольствие. Надеюсь, еще смогу посетить дальнейшие фестивали. Ну, а от себя приз фестиваля «Короче». Это значит, что это селекция в официальный конкурс, значит, фильм будет приглашен, фильм будет участвовать. И мне кажется, это здорово выстраивает связь регионального и федерального. И, возможно, чем активнее она будет строиться, тем плотнее будут вот эти межрегиональные киносвязи. Итак, внимание! На фестиваль «Короче» в участие в российском короткометражном и дебютного кино «Короче» приглашается фильм «Эд Эдербес Эдетер Эдербес». Никита Давыдов. Ну что, друзья, подаем аплодисменты. И снова, ребята, гран-при фестиваля режиссер Никита Давыдов. Ну что, друзья, давайте подарим аплодисменты. Аплодисменты друг другу. Как ваше настроение? Конкурс короткого метра для начинающих кинематографистов — это всегда шаг вперед, шаг в большое кино и перспектива дальнейшего развития якутского кинопроизводства. Дорогие друзья, на этом наш вечер подходит к концу. Вас ждет фуршет на фойе 1-го этажа. Ну а мы с вами прощаемся. Пусть эти дни, проведенные вместе, навсегда
всегда останутся в вашем сердце. Пусть вам сопутствует удача и успех. Будьте счастливы и до новых встреч!